Опять же, все упирается в расширение квартирного вопроса. Молодая мама Лейсан Ибрагимова сейчас в декрете с первенцем. С мужем хотят больше детей, но для этого нужно сменить двушку. Один ребенок живет в одной комнате, другой во второй, да, это если разнополые дети, это уже проблема. То есть нужно расширяться. Вот единственная проблема – квартира. Сейчас молодежь составляет четверть населения республики. Как говорят молодые люди, потребностей много. Дешевле квартиры в ипотеку. Ставки ниже. Ну, во-первых, закончить высшее образование. Далее, наверное, все-таки уже найти хорошую стабильную работу. Наверное, может быть, какие-то еще места, где люди могут собираться все вместе, то есть не просто там какие-то кафе, а может какие-то, какие-то территории, где можно собираться, играть в какие-то игры, допустим, знакомиться, общаться. Как решить нужды молодежи, сегодня обсуждали на заседании проектного офиса Центра управления регионом. Для решения жилищного вопроса по решению Раисы Республики в 2 раза увеличено финансирование профильной программы. В минувшем году по ней квартиры получила 81 семья. Дополнительные меры поддержки действуют для сельской молодежи. Очень много молодежи этой информации и этими мерами поддержки пользуются. Даже есть небольшая очередь в районах республики для того, чтобы получить эту поддержку. Если создавать условия для получения льготного жилья, ну и, конечно, создавать рабочие места, то молодежь с удовольствием будет оставаться на своих местах, на своей малой родине. Татарстан готов предложить молодежи широкий спектр вакансий. Процент занятости молодежи в республике он кратно выше, чем в Российской Федерации, 51% против 46% по России. И мы видим, уровень безработицы тоже низкий среди молодежи. Ну и у нас рынок труда такой, что мы предлагаем более 60 тысяч различных вакансий. Молодые татарстанцы чаще всего указывают на нехватку социальной инфраструктуры и досуговых центров в районах и новых ЖК. Даже в год семьи мероприятия для молодежи и вместе с молодыми семьями мы полноценно во всех муниципальных образованиях сегодня провести не можем, только потому, что нет собственной инфраструктуры молодежной политики. Еще не во всех районных центрах у нас открыты молодежные центры, подростковые клубы и так далее. Мы открыли подростковые клубы, где не было их 30 лет. Например, большой город Нурлаты. Там не было подросткового клуба. Или, например, Ютазинский район, там тоже его не было. Новые проекты, которые сегодня будут реализованы и реализуются на территории республики, уже предусмотрены с учетом мнений населения дополнительные места и дошкольных образовательных организаций, и в школах. Только в этом году более 20 объектов образования новых появятся в республике. Сейчас в России разрабатывают новый национальный проект «Семья и молодежь». Ждут предложений и от татарстанцев. Наши депутаты готовы донести их мнение до федерального центра. Дмитрий Аринин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань.